Прям 10 полицейских, да? Да. Тут их было очень много. Очень много. Они приехали, мы когда приехали, тут уже автобус стоял, полный вот полицейский. Хватали вообще. И это были именно подопечные вот этого лебедя. Его. Да. Началось с того, что вначале адвокатов, то есть меня и адвоката Андрея Борисовича, сказали, мы не пускаем, потому что все, кто надо, уже прошли. Мне пришлось выходить на главного врача, звонить, требовать, чтобы пустили. И, наконец-то, так сказать, нас пропустили. Далее, на судебное заседание в качестве свидетелей незаконного задержания 12 мая я вызвала очевидцев, которые там присутствовали, Тихого Сергея и Постникову Викторию. И также по характеризующим данным Сулустану Маран. Данных свидетелей прямо перед судебным заседанием задержали. И сейчас мне стало известно, что Сергею применили силу, до такой степени душили, что он сознание, говорят, терял. Я пыталась возмущаться и говорить о том, что это свидетели защиты. Они пришли для участия в судебном заседании, а не для того, чтобы нарушать режим самоизоляции. На что мне Лебедь сказал, что их в деле нету, я знаю. А я говорю, а как вы знаете, если вы не участник этого дела? Вы вообще какое отношение имеете к этому гражданско-административному делу? Почему вы знаете, кто есть в деле, кто свидетель, кто участвует, не участвует? Я, как сторона представителя защиты, могу вызвать свидетеля, обеспечить их явку и заявить на любой стадии судебного заседания об участии свидетелей. Но данные свидетели таким образом не были допущены к участию в деле в результате незаконных действий сотрудников полиции. Когда я в судебном заседании заявила о том, что свидетели не обеспечены из-за таких действий со стороны сотрудников полиции, прокурор с издевкой сказал, а вы написали жалобу? Но как я напишу жалобу, если буквально вот несколько минут назад это произошло? Что касается юридической составляющей данного дела, то никаких законных оснований, если бы дело рассматривалось именно законным способом, для удовлетворения административного иска не имелось, потому что для того, чтобы человека, гражданина, принудительно поместить в стационар, необходима совокупность условий, которые в данном случае не были соблюдены. Первое – это должна быть установлена именно тяжесть психического расстройства. В данном случае ни в материалах дела, ни в иных доказательствах этого вообще нету, что это именно до такой степени тяжкое какое-то там расстройство у него имеется, которое требует именно принудительного стационарного лечения. Также должно быть установлено, что он представляет опасность для себя, либо для общества. Опасность для себя – это прежде всего суицидальные попытки, которых не было, таких фактов не зафиксировано. Опасность для себя врачи объясняли тем, что он собирает людей, он будоражит общество, что является никаким, не относится, вернее, к медицинским критериям. Это чисто, да, политика. Сами врачи в своих этих показаниях высказались. Также в ходе судебного заседания врач, которая принимала 12 мая, она признала тот факт, что, показала, вернее, суду, что его привезли сотрудники полиции в наручниках. И вначале она отказала в его приеме, и он отказался от госпитализации, он вышел на улицу. И далее его привезли повторно, где-то спустя через 2 часа, по-моему, или 1,5 или 2 часа. Сам Александр говорит о том, что когда он вышел на улицу, чтобы идти домой, его поймали 2 сотрудника ФСБ, которые насильно его посадили в машину и держали там определенное время, оказывали давление, в результате чего он вынужден был пойти повторно и оформить, и уже согласился. Он подумал, ладно, дождусь результатов анализов и потом воспользуюсь правом на отказ от дальнейшего нахождения. Результаты анализов на него, на сестру, на детей все отрицательные, то есть никакого ковида у них не было и нет, это уже подтверждено. Также в материалах дела нами было представлено заключение независимой ассоциации психиатров России. Психиатр с 56-летним стажем дал свое заключение специалиста о том, что никаких оснований для принудительной госпитализации Габышева не имеется. Но, однако, к мнению вот такого авторитетного специалиста тоже никто не прислушивался.
Таким образом, сейчас вынесено решение об удовлетворении административного иска. Сам Габышев, на удивление, спокойный, но наоборот, как бы он нас приободряет, говорит, надо надеяться на лучшее. И видно, что расстроен, но спокоен. А в целом у него как состояние? Не чувствуется, что его там какими-то препаратами кормят? Нет, но дело в том, что странная ситуация, что при поступлении его описывают, там есть медицинские документы, его психический статус. Он вообще там полностью, по их же описаниям, полностью адекватен. То есть он там и ориентируется, и мышление хорошее, и бредовых идей не высказывает. Все у него там вообще, просто там написано, что он чувствует себя устало, говорит, что у него был стресс, такой день выдался тяжелый, когда вот штурмом брали. А спустя вот какой-то там больше 2 недель они уже пишут у него, что какой-то диагноз. Ну, то есть я говорю, у вас он находится, что у него ухудшение состояния, что ли, происходит? Как вы его таким образом лечите? Если он при поступлении, он по вашим же документам, психический статус у него абсолютно нормальный, что его даже врач первый раз не приняла. А потом-то что такого произошло, что ему стало хуже? Ну, они повторяют, должен лечиться, должен находиться в стационаре. Орган опеки и попечительства представитель была, она поддержала, прокуратура поддержала. В общем, все очень формально и кратко поддержали позицию РПНД, и суд удовлетворил иск. А где прозвучала вот эта формулировка, что у него переоценка собственной личности? Значение собственной личности? Вот по поводу переоценки собственной личности, там это в заключении комиссии есть, по данному вопросу тоже вопрос задавали. Лечащий врач говорит, что когда он рассказывает про себя, он говорит одухотворенно, говорит. Одухотворенно, можно сказать, даже с величием говорит. А другая доктор говорит, он слишком себя высоко переоценивает, считает себя шаманом. И Борис Ильич сказал, считать себя шаманом – это что, заболевание, что вы сами-то верите в Бога или нет? Она сказала, Золкина сказала, я верю в Бога. Значит, получается, вы понимаете, что, осознаете, что есть Бог, и отрицаете шамана. Она говорит, я шамана тоже не отрицаю, говорит, шаманство. Угу. То есть... А вообще вот такое, психиатрическое определение есть именно переоценки? По идее же вот есть мания величия понятие. Там такой терминологии мания величия в документах у них нету. У них есть, у них переоценка, считает себя шаманом, против демона идет главного лица государства. То есть галлюцинации у него нет, да? Нет. Слово галлюцинации там вообще не звучит ни в одном. Бредового состояния тоже. Вот насчет бредовых состояний, когда он поступал, там прямо сказано, что бредовых мыслей не высказывает. Бредового состояния нету, прямо сказано. А когда заключение комиссии, вот это слово у них вычеркнуто. Я говорю, у вас же есть в документе, почему вы вычеркиваете вот этот? Вы же должны полностью как есть смотреть человека. Султана, я и Сергей, мы свидетели должны были быть на суде. Вот нас скрутили и увезли. А я еще когда зашла, смотрю, автобус стоит. И Сергей говорит, смотри, говорит, там полные эти сидят, полиции. Ну, вот эти ФСБшные. И главное, вот перед судом, да, свидетели нас туда увозят, ага. И потом суд разрешает нас впустить как свидетелей. Потом мы оттуда приезжаем, и суд запрещен. Представляете? Они были заинтересованы в том, чтобы свидетелей туда не пускать.